Добрый день, уважаемые участники и гости. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Прежде чем начать нашу конференцию, небольшое объявление. Перед вами стоят синхронные переводчики. Для русскоговорящих первый канал, для арабоговорящих второй канал. А теперь позвольте начать нашу международную конференцию «Исламское историко-культурное наследие Дербента. Изучение, сохранение и популяризация», приуроченный к 1380-летию ислама в России. Слово для открытия предоставляется председателю Совета Федеральной лезгинской национальной культурной автономии, члену комиссии при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Арифу Пашаевичу Керимову. Спасибо, уважаемый председатель, уважаемые участники международной научной конференции «Исламское историко-культурное наследие Дербента. Изучение, сохранение и популяризация приуроченной 1380-летия ислама в России». Приветствую вас от имени Совета Федеральной лезгинской национальной культурной автономии и Совета при президенте России по межнациональным отношениям. Отдельно хочу поприветствовать наших гостей из дружественных исламских стран Египта, Иордании, Саудовской Аравии, а также представителей посольства Сирийской Арабской Республики и Объединенные Арабские Эмираты. Хочу также выразить особую благодарность Федеральному агентству по делам национальности в лице его руководителя Игоря Вячеславовича Баринова, который традиционно поддерживает наши проекты. Института востоковедения Российской академии наук в лице его директора, известного востоковеда Аликпера Калабековича Аликперова. Без вас, уважаемый Аликпер Калабекович, эта конференция не состоялась бы. Огромное вам спасибо. Тема нашего сегодняшнего мероприятия актуальна как никогда. Наше прошлое и настоящее связаны неразрывной нитью. Приход ислама в Дербент почти 14 веков назад символизировал новый этап в жизни народов Кавказа. Наш регион стал частью огромной просвещенной исламской цивилизации. Спустя века земли Восточного Кавказа вошли в состав другой великой цивилизации, в состав Российской империи. Кавказ живет на стыке двух миров. Дербент – символ этого уникального единения культур. Это образец исторически сформировавшегося подлинного мультикультурализма, который не снится многим нашим критикам в Западе. Когда-то Дербент был форпостом одного из древнейших христианских государств мира, Кавказской Албании. Все ученые, все мы знаем, что это было древнее, развитое государство лезгинских народов. С приходом сподвижника пророка Мухаммада, мир ему и благословение, наши народы обратились к исламу. Дербент и Дагестан в целом это важнейший цивилизационный мост между Россией и исламским миром. Но потенциал этого моста, к сожалению, не используется нами по полной мере. Развитие событий в наше время ясно показывает, что историческая судьба России – это поворот к Большому Югу, в первую очередь исламскому миру. Именно этого курса придерживается руководство России, наш лидер, президент России Владимир Владимирович Путин. Нас объединяет древняя история, духовное наследие, традиционные семейные ценности, желание сохранить свою культуру и самобытность. Нас объединяет не желающие поддаваться политике коллективного Запада, который претендует на моральное превосходство в этом мире. Но, как мы видим сейчас, Запад несет нам не совсем другое. Хаос, война и нестабильность. Сегодня мы будем много говорить об истории, о ценности наследия, которые оставили нам предки. Ученые выступят с докладами о новейших открытиях в этой сфере, но одновременно мы будем говорить о будущем, ведь его можно построить только на прочном фундаменте. Долго не буду говорить, выступающих много. Желаю вам всем сегодня плодотворной работы, приятного и полезного общения, успехов во всех начинаниях. Спасибо, благодарю за внимание. Спасибо, Ариф Пашаевич. Со своей стороны хочу также выразить благодарность всем вам за то, что вы сегодня собрались здесь для обсуждения широких вопросов изучения и популяризации истории ислама в России. В
частности в Дербенте и Дагестане в целом, а также для формирования общих подходов к оценке роли ислама в различных аспектах нашей жизни, от воспитания молодежи до международных отношений. Наша сегодняшняя конференция, ввиду особенностей своей тематики, объединяет на одной площадке представителей научного сообщества, духовенства, общественных организаций. Мы очень рады тому, что в конференции участвуют представители духовных управлений мусульман со всей России. Я бы хотел предоставить слово первому заместителю председателя Духовного управления мусульман России, доктору теологии, ректору Московского исламского университета, профессору Санкт-Петербургского государственного университета Мухиддинову Дамиру Ваисовичу. Пожалуйста. Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллахи раббил алямин. Вассаляту таслиму аля ашрафил анбия и валь мурсалин. Набийина ва хабибина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемые участники международной научной конференции, позвольте зачитать в адрес Высокого собрания приветствие главы российских мусульман муфти шейха Равиля Гайнуддина. Уважаемые участники конференции, дорогие братья и сестры, от имени Духовного управления мусульман Российской Федерации и от себя лично сердечно приветствую всех вас традиционным мусульманским приветствием. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мир вам, милость Всевышнего Аллаха и Его благословения. Конференция приурочена к 1380-летию прихода ислама в Россию. Действительно, согласно историческим хроникам, уже в 643 году Бабуль-Абваб принял ислам. Славный город Дербент по праву гордится и своей древней историей, и фактом самого раннего принятия ислама во времена праведного халифа Умара. Здесь захоронены сахабы, сподвижники пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Здесь сохранилась древнейшая в России мечеть, возведенная в 733-734 годах, согласно Дербент-Наме. Все это дает основание рассматривать Дербент как самый первый и самый древний форпост ислама в границах современной России. Хотя до 1400-летнего юбилея принятия ислама в России еще довольно далеко, предлагаю организаторам и участникам конференции уже сегодня рассмотреть вопрос о создании оргкомитета по проведению юбилейных мероприятий на федеральном уровне. Государственные проекты закладываются заранее, чтобы успеть реализовать их на должном уровне. А задача оргкомитета – заранее объяснить государственным деятелям и популяризировать в народе те мероприятия, которые необходимо будет масштабно, широко провести по всей Российской Федерации в ознаменовании этого важнейшего события. В эпицентре этих мероприятий, безусловно, должен находиться Дербент, но и все другие города и поселки нашей страны, где проживают мусульмане и царит межрелигиозный мир и согласие, должны ощутить праздничное настроение в связи с этим юбилеем. Уверен, что совместными усилиями представителей мусульманского сообщества, национально-культурных автономий, федеральных, республиканских и муниципальных властей нам удастся поднять тему 1400-летнего юбилея принятия ислама в России на самую высокую планку. Молитвенно желаю уважаемым участникам конференции успешной и плодотворной работы, новых научных открытий и интересных дискуссий. С добрыми молитвами председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфти шейх Равиль Гайнуддин. И буквально от себя добавлю несколько слов. Буквально вчера во время встречи главы нашего государства, президента России Владимира Владимировича Путина с религиозными деятелями, муфти шейх Равиль Гайнуддин еще раз поблагодарил господина президента за активную поддержку и помощь со стороны российского государства в проведении масштабных мероприятий, посвященных 1100-летию принятия ислама народами Волжской Булгарии. И кто помнит из истории, у нас уже такая добрая традиция в России сложилась, что памятные, знаменательные даты в нашей стране мы отмечаем как по хиджре, так и по григорианскому календарю миляди. И вот в 2000 году в Москве с участием таких великих аксакалов, как Расул Гамзатов, это Хам Тенишев, Расим Акчурин, Махмуд Гареев,
был создан оргкомитет по проведению 1400-летия принятия ислама в нашей стране, и сопредседателем оргкомитета выступил тогда мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков. И на этих мероприятиях принимал участие покойный муфтий Чечни Ахмад Хаджи Кадыров. Поэтому вот эти мероприятия и 1400-летие, и 1100-летие принятия ислама нашими государствами, нашими народами отмечались на высоком уровне. Альхамдулилля, надеюсь, также отметится и в ближайшие десятилетия. И мне сегодня особенно отрадно представить картину. Вы все видите, буквально позавчера ее привезли от наших художников. Я благодарю художников, которые нарисовали, восстановили облик джами мечети Малика Вахаевна Угаева. И хочу преподнести подарок президенту автономии, федеральной автономии Лезгин. Вот эту копию мечети Дербенте. Наш вклад. Салям алейкум. Благодарю за внимание, Рахмет. Спасибо. Проблемы, которые затрагивает наша сегодняшняя конференция, среди прочего, напрямую связаны с вопросами гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, которыми занимается Федеральное агентство по делам национальностей. ФАДН России долгие годы является надежным помощником и партнером федеральных национальных культурных автономий в вопросах реализации государственной национальной политики. Я с удовольствием предоставляю и очень рад предоставить слово заместителю руководителя ФАДН России Станиславу Анатольевичу Беткину. Пожалуйста. Салям алейкум. Добрый день, дорогие друзья, дорогие коллеги. Я рад сегодня вас приветствовать от имени руководителя нашего агентства и всего нашего коллектива. Мы считаем, что научная конференция будет значительным событием в общественно-политической и научной жизни России. В современном быстро меняющемся мире сохранение историко-культурного наследия и передача его следующим поколениям выступает одним из основных гарантов сохранения не только этнокультурной самобытности, но и самой российской государственности, независимости России как самостоятельной суверенной державой. В этом отношении, безусловно, не случайным является и выбор темы конференции, так как Дербент является одним из древнейших городов на территории нашей страны и представляет собой один из важнейших в мировом масштабе центров межкультурного, межнационального и межконфессионального взаимодействия. Он занимает особое место даже на фоне такого многонационального Дагестана, где на протяжении многих веков мирно проживают и эффективно взаимодействуют представители разных религий и конфессий. Сегодня в условиях глобальных вызовов и угроз особенно актуальной задачей становится совместная работа институтов гражданского общества, научных организаций и органов власти в сфере сохранения и распространения богатейшего опыта мирного существования представителей различных народов, религий и культур, который накоплен в нашей стране. Знания и опыт участников конференции станут целостным ориентиром для молодого поколения. Мы уверены, что совместное заинтересованное обсуждение и проработка эффективных решений будет способствовать лучшему взаимопониманию между поколениями, широкому межконфессиональному диалогу и духовно-нравственному просвещению молодежи. Искренне желаю организаторам, всем участникам конференции успешной плодотворной работы, реализации намеченных планов и новых успехов в вашей благородной деятельности. Спасибо. Спасибо огромное. Я думаю, многие уже заметили, что наше сегодняшнее мероприятие проходит при поддержке ФАДН России. И вам огромное спасибо за это. Как уже было сказано, наша страна стремительно сближается с исламским миром. Этот процесс имеет объективные геополитические причины. Общность мировоззрения, стратегических интересов и единое видение будущего
составляют ту основу, вокруг которой строится успешная дипломатия. И сейчас я бы хотел предоставить слово спецпредставителю Министерства иностранных дел России по взаимодействию с организациями мусульманских государств Куль-Мухаммедову Азамату Рахметовичу. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемый господин председатель, уважаемые участники и гости конференции, прежде всего, по просьбе заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Михаила Леонидовича Богданова хотел бы передать вам его приветствие и пожелания хорошей работы. С учетом важности и актуальности затрагиваемых в ходе конференции тем, инициатива Федеральной лезгинской национально-культурной автономии, культурно-просветительного центра имени Гасана Аль-Кадари, а также Института востоковедения Российской академии наук заслуживают высокой оценки. Научный интерес представляет проблематика, связанная с Дербентом, как крупнейшим исламским центром Кавказа в VII-XIII веках, как в плане истории распространения ислама на территории нашей страны, так и с точки зрения его влияния на развитие культуры, экономики и мировоззрения народов региона. Не меньшую значимость имеет рассмотрение вопросов, касающихся духовного наследия и развития ислама на территории современной России за прошедшие 1380 лет, а также другие аспекты этой большой темы, в том числе связанные с местом ислама в процессе воспитания кавказской молодежи, что весьма немаловажно, и в контексте актуальной в более широком плане задачи противодействия попыткам использовать ислам для распространения идей экстремизма. Как представляется, тематика конференции вполне укладывается в русло научных интересов исламской уммы. С учетом этого вполне оправданно придание ей статуса международного мероприятия. В целях более широкого ознакомления в странах ислама с ее итогами, видимо, имело бы смысл, если это уже не запланировано, проведение соответствующих контактов с исследовательским центром исламской истории, искусства и культуры, если в латинице, то это Ирсиса или Иркика в Стамбуле. В более широком контексте организация этого форума хорошо вписывается в предпринимаемые Россией шаги по наращиванию плотного взаимодействия с мусульманскими государствами в существующих форматах, в том числе в рамках наших связей с Организацией исламского сотрудничества, а также в контексте набирающего все большую силу сотрудничества по линии группы стратегического видения «Россия. Исламский мир». Так, по следам в мае сего года президентом Российской Федерации утверждено предложение о том, чтобы, сохраняя набранный темп, провести в Казани в мае 2024 года аналогичный форум с расширенным спектром мероприятий, призванных усилить наше взаимодействие с мусульманскими государствами, прежде всего в экономической сфере. Планируем намеченный ряд других крупных мероприятий, в том числе молодежных. В заключение хотел бы пожелать участникам конференции плодотворной работы. Спасибо за внимание. Спасибо. Год от года роль традиционных ценностей в нашей жизни растет. Мы возвращаемся к своим корням. К российскому обществу приходит осознание того, что мы не можем идти по пути отказа от веры и памяти о своем прошлом. Этими факторами в том числе обусловлен и рост интереса к родной истории, в том числе истории проникновения и распространения в нашей стране мировых религий. При изучении и популяризации прошлого нам очень важна опираться на академические институты. Именно такой линии придерживается Федеральная лезгинская национальная культурная автономия на протяжении всех лет своей работы. Не исключение и наша сегодняшняя конференция, которая не могла бы называться научной, если бы не участие академических институтов. В первую очередь Институт востоковедения Российской академии наук, а также Институт истории, археологии и этнографии РАН. Я бы хотел предоставить слово директору Института востоковедения Российской академии наук, доктору исторических наук Аликберу Калабековичу Аликберову. Пожалуйста. Ассаляму алейкум всем присутствующим. Приветствую вас. На самом деле, конечно же, тема конференции, почему она возникла, потому что жизнь диктует свои правила, жизнь диктует приоритеты. И действительно, во-первых, юбилей
очень важный для страны, который представляет фактически традиционную религию, ислам в России, и вторую по значимости, и очень много российских народов исповедуют ислам. Это очень важная дата, важный юбилей. Во-вторых, что тоже очень важно для нас, именно в Дербенте это произошло первое такое знакомство, и вообще на территории России Дербент стал именно тем самым первым городом, и это действительно гордость не только Дагестана, но и всей России. И, безусловно, вот встреча была буквально в июне этого года на полях Петербургского экономического форума. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин встречался с президентом Объединенных Арабских Эмиратов, господином Мухаммадом ибн Зайдом аль-Нахаяном, и было достигнута такая договоренность, что Объединенные Арабские Эмираты будет у них возможность развивать Дербент, развивать этот город, модернизировать. В связи с беспрецедентным потоком туристов город стал действительно таким местом паломничества. Там очень много туристов, инфраструктуры не хватает. И при том, что город имеет огромный туристический потенциал. Но для нас, историков, было важно, что президент дал поручение главе Республики Дагестан. И, я так понимаю, это поручение было транслировано Институту истории Дагестанского научного центра, или так ФИЦ он называется теперь. И, безусловно, Институт Востоковедения не может оставаться в стороне, мы, безусловно, будем помогать. То есть было поручение конкретное выявлять, изучать памятники исламские в Дербенте. Это очень важно, если идет модернизация, это изменит вообще полностью облик Дагестана, облик Дербента, будет развитие беспрецедентное, мы очень рассчитываем на позитивные изменения. И в Институте Востоковедения есть Центр исламских рукописей. Мы создаем как раз тоже один из первых проектов с Объединенными Арабскими Эмиратами. Это как раз проект в Институте Востоковедения создания Центра исламских рукописей имени шейха Зайда. И, безусловно, это мы рассматриваем очень как добрый знак и прекрасное такое совпадение, не случайное. И в этом смысле, мне кажется, что у нас есть перспективы, и у нас есть еще задачи, которые стоят перед востоковедами, историками. Это максимально точно выявить весь фонд историко-культурного наследия Дербента, именно исламского. Он очень многообразный, он очень древний, он очень интересный, он может ставить славу не только истории ислама в России, но и истории ислама вообще в исламском мире и вообще, так сказать, часть мировой культуры. И, безусловно, от того, насколько успешно мы решим именно ту задачу, которая относится к нашим компетенциям, будет, наверное, зависеть от того, насколько город сохранит свои памятники и сохранит туристический потенциал. Безусловно, я просто убежден, если будет развитие, а Дербент уже сегодня, там цена на квадратный метр больше, чем в Махачкале, и, по-моему, уже догоняет московские цены. Это уже означает, что рынок реагирует. Я думаю, что диаспора дагестанская побежит в своих селах строить свои дома, восстанавливать. И Дагестан, который подвергался долгое время такой урбанизации и фактически опустошению именно сельских областей, действительно, там был такой значительный отток населения из сел в города, и не обязательно Дагестан, но и за пределы Дагестана. То этот вектор позволит нам всем все-таки сохранить и развивать Дагестан, а это тоже очень важно. Все-таки Дагестан является, можно сказать, витриной России на Кавказе. Спасибо.
Спасибо, Аликбер Голубекович. Слово предоставляется помощнику полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Валиеву Айдамиру Александровичу. Пожалуйста. Большое спасибо за предоставленное слово. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, позвольте мне зачитать приветственный адрес полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе. Дорогие друзья, приветствую всех организаторов и участников Международной научной конференции «Исламское историко-культурное наследие Дербента. Изучение, сохранение и популяризация». Древнейший город страны Дагестанский Дербент заслуженно называют колыбелью трех религий и одним из главных центров распространения ислама на Кавказе. Здесь на протяжении многих веков развивались самобытная культура и обычаи, местные философские и богословские традиции. Сегодня сохранение и популяризация богатого исторического наследия предков, укрепление братских отношений представителей разных конфессий, дружно живших бок о бок и совместными усилиями строивших наше великое государство – одна из главных задач всех, кому не безразлично будущее страны. Как отметил президент Владимир Владимирович Путин, у нас народ многонациональный, многоконфессиональный, но единый российский народ. И это придает нам огромную внутреннюю силу, как и является движущим инструментом развития изнутри и нашего становления, и нашего места в мире. В современной геополитической ситуации тема приобретает особую актуальность, так как религия была и остается важным цивилизационным мостом между Россией и странами исламского мира. Уверен, что в ходе конференции будут обсуждены имеющиеся вопросы и векторы взаимодействия, важнейшая цель которых – дальнейшая консолидация общества во благо нашей великой Родины. Желаю всем успешной работы и всего самого доброго. Юрий Чайка, 26 октября 2023 года. Уважаемые коллеги, и буквально два слова от себя лично, не буду выходить за регламент выступления. Я сегодня нахожусь здесь по приглашению Федеральной лезгинской национальной культурной автономии. И хотелось бы в первую очередь сказать слова благодарности ее руководителям за то, что организовали столь актуальное мероприятие и пригласили таких именитых спикеров и высококвалифицированных экспертов. Некоторых из них я лично знаю, это и муфтий Республики Северная Осетия Алания Хаджи Мурат Хаджи Гацалов, и наш знаменитый политолог и спикер Руслан Курбанов, другие. С некоторыми нам сегодня предстоит познакомиться. Я уверен, что сегодня мы услышим очень много рациональных и здравых мыслей, которые будут положены в основу резолюции, которую мы сможем использовать в нашей практической совместной работе по обеспечению стабильности, развития межнациональных и межконфессиональных отношений. Я желаю всем участникам конференции комфортной работы, конструктивного диалога в формате дружеской беседы. Благодарю за внимание. Спасибо. Дорогие друзья, сегодня на нашем мероприятии должны были присутствовать, частично присутствуют, но должны были присутствовать в большем количестве представители дальнего зарубежья, Ближнего Востока. Но, к сожалению, в связи с ситуацией в Палестине, некоторые из них не смогли приехать. Но все-таки некоторые здесь присутствуют, поэтому позвольте предоставить слово им. Слово предоставляется первому секретарю посольства Объединенных Арабских Эмиратов Российской Федерации Мухаммаду Аль-Мансури. Пожалуйста. Мир вам. Прежде всего, мне хотелось бы вас приветствовать и поблагодарить вас за то, что вы предоставили возможность принять участие вместе с вами в этом мероприятии и передать благодарность и приветствие от нашего посла и также за то, что вы уделяете такое внимание такому древнему городу. Благодарю за внимание. Слово предоставляется заместителю главы миссии посольства Королевства Бахрейн Ясеру Аль-Хаддаду. Пожалуйста. Мир вам и благодать от Аллаха и милость Его.
И от имени посла нашего государства в Российской Федерации выражаю вам благодарность за приглашение принять участие в том важном мероприятии. Хочу отметить, что религиозные деятели и ученые, присутствующие здесь, безусловно, сыграют важную роль в обсуждении столь важных проблем. Мы, безусловно, служим нашей священной мусульманской религии, нашим народам мусульманского мира. Благодарю за внимание. Спасибо. Слово предоставляется заместителю постоянного представителя Республики Дагестан при президенте Российской Федерации Кажлаеву Хаджимурату Мурадовичу. Спасибо за предоставленное слово. Ассаламу алейкум. Добрый день, дорогие участники международной конференции, дорогие гости. Я хотел вам зачитать приветственный адрес от постоянного представителя Республики Дагестан. Уважаемые участники Международной научной конференции, от лица постоянного представительства Республики Дагестан при президенте Российской Федерации приветствую всех собравшихся в этом зале участников научной конференции «Исламское историко-культурное наследие Дербента. Изучение, сохранение и популяризация». Конференция является значимым событием на ландшафте национально-политических мероприятий страны и напоминанием о значимости роли религии как цивилизационного моста между Россией и странами исламского мира. Важно отметить, что данная конференция проводится своевременно, когда в исламском мире неспокойно, и Россия готова расширить сотрудничество с арабским и исламским миром, а также выполнить важную миссию по обеспечению преемственности знаний и опыта от именитых общественных и политических деятелей, ученых, историков и востоковедов молодому поколению, которые должны, по нашему глубокому убеждению, обеспечить суверенитет и процветание государства. Поэтому весьма примечательно, что конференция посвящена широкому кругу вопросов, связанных с историей и современным этапом развития ислама на Кавказе, а также историей Дербента как духовно-исторического центра объединения традиционных ценностей народов России. Желаем всем организаторам и участникам мероприятия крепкого здоровья, успехов и благополучия на благо нашей страны и всего человечества в целом. Пусть победы и новые достижения станут вашими спутниками на жизненном пути. От своего имени я хотел всем участникам международной конференции пожелать плодотворной работы, удачи и новых свершений. Спасибо за внимание. Так, нам говорят, уже подошел у нас советник посольства Сирийской Арабской Республики Российской Федерации Загер Аль-Ахмару. Пожалуйста, слово вам. Хорошо. В нашей работе мы еще ежедневно сотрудничаем еще с одним государственным учреждением. Это Федеральное государственное бюджетное учреждение Дом народов России. Сегодня здесь присутствует советник руководителя этой организации Мухамедов Тимур Нурмухамедович. Пожалуйста, слово вам. Здравствуйте, дорогие коллеги, дорогие соотечественники, гости. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Разрешите зачитать приветственный адрес от директора Дома народов России Анны Андреевны Полежаевой. Уважаемые организаторы,
участники и гости международной научной конференции «Исламское историко-культурное наследие Дербента. Изучение, сохранение и популяризация». Дом народов России выражает огромную благодарность Федеральной, Лезгинской, национальной культурной автономии, Институту востоковедения РАН России, Культурно-просветительскому центру имени Гасана Аль-Кадари за создание уникальной дискуссионной и экспертной площадки для обсуждения актуальных вопросов, связанных с историей на современном этапе развития ислама на Кавказе. Наше учреждение уделяет особое внимание межконфессиональным вопросам, так как мы являемся координационным центром, создающим условия для удовлетворения национально-культурных запросов в этнокультурном развитии народов России. А участие Дома в международной научной конференции продолжает успешную традицию сотрудничества. Древнейший город России Дербент имеет богатейшее историко-культурное, архитектурное и духовное наследие. И не случайно в 643 году через ворота этого города ислам пришел в Россию. Наша историческая память играет важнейшую роль в государственном и патриотическом воспитании детей и молодежи и должна способствовать развитию России, укреплению межнационального и межконфессионального согласия в обществе. Сегодня эксперты и участники оценят значение культурного наследия народов России в контексте межнациональных отношений, проблему сохранения объектов материального и нематериального культурного наследия, проанализируют роль национальных культурных автономий и их потенциал. Желаю организаторам и участникам конференции плодотворной работы, продуктивных дискуссий и ярких впечатлений. И пару слов буквально от себя. Все наши усилия, в том числе и в проведении сегодняшней масштабной работы, направлены на сохранение мира и стабильности в стране и направлены на нравственное воспитание наших детей. Есть древняя китайская пословица: «Хочешь победить в войне, воспитай у детей». И в связи с этим хочу привести слова имама Аль-Газали, который сказал: «Ты знай, что ребенок дан родителям на хранение. Его чистое сердце является драгоценной жемчужиной, и какой бы узор мы не высекли на нем, оно примет его. Следовательно, если ребенку с раннего детства прививать нравственность и часто напоминать, чтобы он совершал только хорошее, то он по воле Аллаха обретет счастье как на этом, так и на том свете». Поэтому, уважаемые коллеги, своих детей мы должны воспитывать сами. Большое спасибо за внимание. Спасибо, Тимур Нурмухамедович. Дорогие друзья, позвольте предоставить слово директору Дербентской археологической экспедиции, доктору исторических наук Муртазали Сиражудиновичу Муртазалиеву. Пожалуйста. Гаджиеву. Да. Да, прошу Добрый прощения, день. Гаджиеву. Салам алейкум, уважаемые участники конференции. Разрешите мне от имени археологов Дагестана и Дербента приветствовать вас. Мы проводим уже 54-й археологический сезон в этом древнем городе. Мой доклад называется «Дербент как исламский центр. Исследования нововыявленных археологических памятников 8-го начала 13 веков». Муртазали Сиражудинович, у нас доклады в следующей части. Сейчас приветственное слово. Я подумал, что вы мне уже предоставили научный Нет, это Аликбер Калабекович вам предоставит. Слово позже. Да. Спасибо большое. Ну, разрешите еще раз вас всех приветствовать, пожелать вам в это неспокойное, трудное для всего мира, для мусульманской уммы время мира, добра, благоденствия. Отрадно, что сегодня мы проводим эту конференцию, посвященную древнему Дербенту, посвященную юбилейной дате. И, как уже выступающие здесь говорили, иншаллах, через 20 лет мы отметим 1400-летие ислама на территории России. Мир всем вам и благословение Всевышнего. Спасибо.
Как уже было сказано, у нас сегодня здесь присутствует руководитель духовных управлений регионов России, разных регионов России. Но так как Дербент у нас находится на Северном Кавказе, позвольте предоставить слово заместителю председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфти Северной Осетии Гацалов Хаджи Мурат Хаджи. Пожалуйста. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи роббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Я приветствую участников столь значимой конференции. С удовольствием участвую и от имени нашего председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева. Мы присутствуем вдвоем здесь, два муфтия Северного Кавказа. Что хотелось бы заметить отдельно, вот такая конференция, в которой присутствует вся сфера, которая является вокруг человека в сегодняшней цивилизации. Здесь религиозные деятели, здесь историки, здесь вообще такое количество академической науки, которое я вряд ли когда на такой конференции видел. Здесь общественные деятели, автономная организация лезгинская. И это очень серьезный посыл обществу, то, что я сегодня наблюдаю. Я хочу вас всех поблагодарить за столь важную, значимую для всех, для нас организацию этой конференции. Я бы хотел два слова сказать о Дербенте, о древнем Дербенте. Посмотрите, как он стоит географически. На тех древних узлом стоит, на древних коммуникациях, которые окружали землю, нашу матушку. Нам сегодня с высоты нашей цивилизации кажется, что эти люди были менее развитые, менее умные, несмотря на ту историю, которую они оставили. Но не зря же оттуда ислам пришел сразу в Дербент. Это очень значимо и очень понятно. Тем более, что Дербент того времени, он был ислам, вернее, и в Дербенте, в частности, не только государством, городом, которое проповедовало ислам. Ислам был политической силой, самой мощной. И на тех вот узловых моментах и истории, и коммуникаций, которые потом чуть-чуть не спадали. Сегодня идет опять всплеск понимания значимости тех древних историй, которые на нас дошли. Я бы хотел, чтобы мы вот в этом году по всему Кавказу и по России прошло празднование этой знаменательной даты, но наблюдая вот эту конференцию, на которой я сегодня нахожусь, мне отрадно, что такая, я уже повторюсь, такое количество людей собралось, значимых. А вот само празднование или провождение этой даты, оно прошло более в сфере религиозной. Мне вот это было непонятно. Оно не было столь значимым для городов весей нашей большой Родины. А это очень серьезная историческая, политическая, религиозная точка в истории нашей страны. Я бы хотел, чтобы впредь, вот очень красиво было сказано о 1400-летии, конечно, чтобы и к этому шла подготовка. Не ждали мы это 1400 лет, а проводили, вот вы как проводите, религиозные как проводят, и академические люди эту историю, надо бы ее развивать в среде, в горизонтали нашего общества, которое сегодня мало о чем знает, к сожалению. Вот мы у себя проводили 4 уже мероприятия, и для очень многих, особенно молодых людей, да и для старшего возраста, вот эта дата, это событие и эта значимость Дербента было откровением. Вот это бы хотела бы большого, желаю пути мысли этой конференции, ее философской задачи и ту цель, которую перед собой поставили. Благодарю всех за внимание и салам алейкум от Координационного центра мусульман Северного Кавказа. Баракаллах. Дорогие друзья, мы не назвали еще одного нашего большого помощника. Всю религиозную часть сегодняшнего мероприятия курировал полностью наш друг, кандидат политических наук Курбанов Руслан Вячеславович. Ему слово. Дорогие друзья, дорогие коллеги, салям алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Более уважаемые, более достойные люди, чем я, здесь высказали очень много верных слов в адрес роли Дербента, роли сподвижников пророка Мухаммада, мир ему благословения, в судьбах наших народов. Но я хотел бы подчеркнуть еще один аспект.
в своем приветственном слове, Дербент — это не только город первого азана, это не только город первого намаза и не только город первой мечети на всем постсоветском пространстве, да и в большой Европе, поскольку даже в Испанию мусульмане зашли только в 711 году. Дербент — это первый город и символ мирного сосуществования трех конфессий. Иудеи, христиане, мусульмане живут в Дербенте в полном мире уже на протяжении 1500 лет. И об этом мы рассказываем, кстати, в своем фильме, презентация которого будет чуть позже. И сегодня на фоне страшного, беспрецедентного кризиса на Ближнем Востоке, подобного Карибскому кризису, который ставит мир фактически на грань мировой войны, Дербент, как Кавказский Иерусалим, является символом того, что иудеи, мусульмане и христиане могут и должны жить в мире на протяжении всей человеческой истории. И все эти заявления о том, что невозможно мирное сосуществование народов и конфессий в рамках одного государства, полностью опровергаются 1500-летней историей Дербента. Всем баракалла, искренне благодарю. Как было отмечено, для нас очень важно осознать и популяризировать тот факт, что еще 1380 лет назад наши предки впервые пришли к исламу. Жемчужина Кавказа и всей России, древнейший в нашей стране город Дербент, стал первой точкой распространения ислама на карте нашей страны. В этой связи считаю важным отметить культурно-просветительский фонд имени великого лезгинского, дагестанского, кавказского, как хотите, мыслителя, историка Гасана Аль-Кадари, представитель которого переводчик Корана на лезгинский язык Ямин Хаджи Магомедов, он здесь присутствует, предложил идею празднования юбилея ислама в России. Я бы хотел предоставить слово директору этого замечательного фонда, заслуженному журналисту Дагестана, председателю Дагестанского регионального отделения Союза журналистов России Магомеду Ибрагимовичу Ибрагимову. Пожалуйста. Спасибо огромное за предоставленное слово. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемые участники сегодняшней конференции. Все, что происходит по воле Аллаха, и поэтому я в первую очередь хочу произнести хвалу Всевышнему Аллаху, альхамдулиллах, что дал нам возможность вот в таком формате провести такую масштабную конференцию на такую значимую тему. Правильно здесь отметил Гацалова Хаджумрат Хаджи, в информационном поле, к сожалению, эта дата не так освещается на должном уровне. И, конечно, данная конференция, я думаю, станет вот отправной точкой в этом русле, иншаллах. Правильно отметил Васиф Гасанов, президент ФЛНК, идея проведения вот данной научной конференции принадлежит нашему многоуважаемому шейху, ученому богослову, который сидит рядом со мной, Магомедов Ямин Хаджи Амрахович. Он является переводчиком смыслов аятов священного Корана на родной лезгинский язык. И мы вместе в нашем центре имени известного богослова, философа Гасана Аль-Кадари в Махачкале как-то вот подумали на эту тему и предложили представителям Федеральной лезгинской национальной культурной автономии провести вот это мероприятие. Они поддержали нашу идею, и с помощью Института востоковедения РАН вот, и других организаций, которые мы видим на экране, сегодня проводится эта конференция. Я хочу поблагодарить всех участников, которые нашли время и пришли сюда, присутствовать сегодня в этом мероприятии. Хочу пожелать всем здоровья, успехов во всех начинаниях. Салам алейкум, рахматуллах. Спасибо, дорогие друзья. На этом официальная часть нашей конференции подходит к концу. И я рад передать модераторство директору Института востоковедения Российской академии наук, доктору исторических наук Аликберу Калабековичу Аликберову для объявления пленарных докладов. Пожалуйста. Спасибо большое. У нас в пленарной сессии всего 3 доклада. Мы специально отобрали их как наиболее такие репрезентативные для изучения истории ислама в Дербенте. И первое слово, конечно же, многолетнему
директору, даже начальнику Дербентской археологической экспедиции, нашему глубоко уважаемому коллеге, одному из тех, кто действительно участвовал в том числе в редактировании. Он активно очень и концепцию дорабатывал, и помогал с научной частью и выступлениями, докладами, то есть это как бы наша совместная была работа. Вот Гаджиев Муртузалис Сираджудинович, заведующий отделом археологии Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук. Пожалуйста, профессор. Дербент как исламский центр исследований нововыявленных археологических памятников 8-го, начала 13 века. Благодарю вас, Аликберк Валабекович. Организаторы, я, пожалуйста, прошу вас слайд. Презентацию откройте, пожалуйста. Спасибо. 1380 лет назад, в 22 году хиджры, или 643 году по Григорианскому исчислению, по информации Абу Джафара ат-Табари и Ибн ал-Асира, у стен Дербента предстали первые отряды арабских воинов во главе с полководцами Суракой ибн Амром, Абдаллахом Хабибом ибн Масламой, братьями Салманом и Абдурахмадом ибн Рабия ал-Бахили. Они заключили от имени халифа Умара договор с городом, но окончательно закрепились арабы в Дербенте после походов Ал-Джараха ибн Абдаллаха и Масламы ибн Абдал-Малика в начале VIII века. Наместничество на Кавказе Масламы, а с 732 года Марвана ибн Мухаммада, Дербент, Баб-аль-Абваб превращается в главный опорный пункт халифата на Кавказе, важнейший административно-политический и исламский религиозно-идеологический центр. Символом этого стала основанная 1290 лет назад, в 115 году хиджры, то есть в 733 году, соборная мечеть Масджид-Джами, действующая и ныне. Дербент становится важным международным торгово-ремесленным, культурным центром, крупнейшим городом Кавказа и крупнейшим портом на Каспийском море. Не случайно одна из древнейших мусульманских арабских официальных надписей с именем знаменитого халифа Харуна ар-Рашида, относящаяся к 176 году хиджры или 792-3 годы, найдена нами в окрестностях Дербента. 10-й начало 13 века – период наивысшего развития мусульманской культуры в Дербенте. Город находился в орбите активных духовных и интеллектуальных связей с мусульманским миром. В городе функционировали многочисленные мечети, суфийские общины, маджлисы и обители, переписывались и создавались религиозные и исторические трактаты, возникали и приобретали известность мусульманские святыни и культовые места, которые посещали многочисленные паломники. Некоторые из них стали известны благодаря изысканиям Дербентской археологической экспедиции Института истории, археологии и этнографии Дагестанского центра Российской академии наук, которая в этом году проводит свой 54-й полевой сезон. Одним из ярких мусульманских памятников, открытых и исследованных экспедицией, является ныне забытое и нефункционирующее мусульманское культовое место, известное еще в XVIII-XIX веках под названиями арабское Баб-аль-Кияма, тюркское
Киамат Капы, персидское Дары Киамат, то есть ворота воскресения или ворота судного дня. В рукописи Бабалябваб Шохидалери, то есть мученики-шахиды Бабалябваба, среди 50 шахидов второй половины XI – начала XII века, похороненных на почитаемом кладбище Кырхляр и других кладбищах города, назван и Пир Налбанд, носивший титул Султан Дарвазе Киамат Газиян, то есть Султан Газиев, ворот воскресения. То есть он являлся предводителем отряда воинов Газиев, несших службу у этого объекта, который был вновь выявлен в наши дни археологами. В апреле 2013 года в Дербенте при прокладке инженерной коммуникации вдоль северной городской стены Дербента VI века был выявлен археологический объект, расположенный на глубине до 3,5 метров. Здесь были выявлены 5 прямоугольных стел, поставленных в ряд вплотную друг к другу. 3 стелы находились инситу и имеют куфические надписи. По палеографическим особенностям они датируются XI-XII веками. Надписи содержат религиозные, коранические и благопожелательные тексты формулы. Особый интерес представляет стела 3, в надписи, на которой упоминаются 4 праведных халифа. Это первый такой случай среди памятников эпиграфики Дербента. Текст надписи содержит устойчивое выражение, использовавшееся в исламской традиции при перечислении имен праведных халифов, начиная с VIII века. Эту формулу приводят в частности Абу Ханифа, Абу Джафар ат-Тахави, Абу Бакр ал-Исмаили аш-Шафии. Большой интерес представляет и стела 4, которая имеет одно из древнейших в мире символических изображений мечети с куполом и венчающим полумесяцем, с угловыми акротериями в виде полупальмет и надписью «Аллах» в центре. Назначение обнаруженных стел с исламскими религиозными текстами было выяснено в результате проведенных в 2014 году раскопок. В ходе работ был открыт монументальный ритуально-обрядовый комплекс с системой водоснабжения, связанный с религиозной жизнью средневекового города, а именно с отправлением погребальных обрядов при самом крупном и почитаемом местными мусульманами кладбище Кырхляр. Этот комплекс включал каменные и керамические водоводы, каменные водоотстойники, ванну, крупные бассейны, резервуары, сложенные из огромных, хорошо отесанных плит, соединенных особым замковым способом, закрытый коллектор для сброса загрязненной воды из бассейнов. Некоторые плиты достигают длину 2,5 метров, при ширине около 1 метра и толщине около 30 сантиметров. Вода сюда была проведена из родников ущелья, расположенного к северу и западу от цитадели Нарин-Кала, или, как арабы ее называли, Кала-Албаб. Остатки средневековых керамических водоводов наблюдаются в различных местах вдоль северной городской стены. Рядом с бассейнами и водоводами была открыта площадка размерами около 3,5 на 3,5 метра, сложенная из крупных отесанных каменных плит и представляющая собой остатки небольшого разрушенного сооружения, в котором, очевидно, располагалось помещение для ритуального очищения. Среди развала крупных обработанных каменных блоков от некогда возвышавшегося на этой площадке здания выявлен каменный столбик, своеобразный алтарь, на одной грани которого в верхней части вырезано слово «Аллах». Датировка комплекса определяется как стелами с надписями, так и археологическими находками. Это многочисленные обломки керамической посуды, которая в основном относится
к X началу XIII века, индивидуальные находки, в том числе бронзовое перекрестие ножа или сабли справа в нижнем углу. Стеклянные сосуды, фрагменты стеклянных браслетов, флакон для благовоний. То есть это типичный набор находок для указанного времени. Особый интерес представляют многочисленные находки медных монет. Скажу, что определение монет здесь и на других памятниках осуществлено присутствующим здесь Злобиным Геннадием Вячеславовичем, у которого будет очень интересный доклад по чекану в Дербенте. Возможно, такое, около 60 экземпляров монет на одном раскопе. Возможно, такое большое количество монет, найденных в пределах одного раскопа, объясняется культовым характером памятника, на котором монеты оставляли в качестве приношений и во исполнение сокровенных желаний и обета Назр. Основная масса их датируется второй половиной XII, начала XIII века и представлена медными дирхемами ильдегизидского правителя Азербайджана Атабека Нусратаддина Абу-Бакра, правителя Ахара Махмуда бин Пишкина, маликов Бабалябваба Музафара бин Мухаммада и Бекбарса бин Музафара. Эти находки указывают на начало XIII века, как на время прекращения функционирования данного комплекса, активно действовавшего в XI-XII веках. И ясно, что это было связано с монгольским вторжением, с нашествием Харимшаха Джалаладдина и последующим опустошением Дербента. В нумизматической части коллекции представлены также два омайядских фельдса рубежа VII-VIII века и 10 аббасидских фельдсов второй половины VIII века, которые, возможно, фиксируют время возникновения и первый этап функционирования этого ритуального комплекса. Не исключено, что его возникновение связано с огромной строительной деятельностью в городе при первых арабских наместниках, которые проводили значительные работы по благоустройству Дербента, в том числе и по строительству систем водоснабжения, которым придавалось особое значение, как и в наше время. Монументальный характер и конструктивные особенности выявленных строений, связанные с ними рядом стоящие стелы с религиозными текстами, многочисленные находки монет однозначно указывают на ритуально-обрядовое назначение комплекса. Можно заключить, что выявленный комплекс, связанный с системой водоснабжения, служил для совершения обрядов ритуального очищения от тахара и омовения аль-вуду аль-гусль. В этой связи отмечу особую роль и значение воды, в особенности родниковой воды в исламе, прежде всего в обрядах омовения и очищения. В том же 2014 году в ходе спасательных раскопок в приморской части Дербента, которая носила название Шахер-Юнан, в переводе с персидского «греческий город», была исследована часть городского квартала, где располагалась и выявленная раскопками мечеть. Мечеть имела прямоугольную форму, внутри располагались 3 колонны, от которых сохранились основания базы колонн, и декоративные резные гипсовые, или, как на Востоке называют, ганчевые, панели. Здесь вы на слайдах можете увидеть фрагменты этих гипсовых украшений, некогда декорировавших эту мечеть наподобие, как другие старейшие мечети Дагестана в Калакарейши и Калакюре. Ну вот внизу вы видите и фрагмент врезной куфической надписью. Среди разнообразных находок в здании мечети были обнаружены и уникальные светильники чираги, вот как видите, у которых по 8 носиков. Многочисленные археологические находки, включающие местную, импортную
керамическую посуду, в том числе с благопожелательными надписями, с росписью золотом, многочисленные монеты, стеклянные и иные изделия датируют существовавший квартал временем от 8 до начала 13 века. Сама мечеть датируется 11-12 веками и также прекратила существование в период монгольских вторжений. 2015 год ознаменовался открытием древнейшего на Кавказе мусульманского некрополя Дербента, который датируется рубежом 8-9 веков. Здесь показано местоположение этого некрополя. Выявленные раннемусульманские захоронения представляют три типа погребальных конструкций. Тип 1 – это подбойные могилы, ляхт. Большинство подбоев имели заклады из сырцовых блоков. Тип 2 – это грунтовые могилы, или по-арабски шик, или алшак. И третье – это грунтовая яма, обложенная сырцовыми блоками. Стратиграфическая позиция погребений, нумизматический материал из слоев раскопа, а это фельсы чекана Албаба Дербента VIII века, чекана наместников Армении и Азербайджана Марвана бен Мухаммада 730-х годов, Бакара бен Муслима Ал-Укайли 770 года, две монеты ранних аббасидов, а также другие находки позволяют датировать выявленный могильник узким хронологическим диапазоном концом 8-го, началом середины IX века. Такая датировка могильника, расположенного в зоне к северу от Дербентской стены, от Дербента, в зоне Дар-аль-Харб, территория войны, соответствует сложившейся после 764 года спокойной ситуации на арабо-хазарском пограничье. Выявленный некрополь является наиболее ранним датированным мусульманским могильником в Дербенте, на Кавказе и на территории России. Весной 2020 года в Дербенте экспедицией был открыт мусульманский некрополь, последние 3, 11, 12 веков, представленный каменными надмогильными памятниками, как их именуют, саркофаги или сундуки, и связываемый с сельджукским военно-политическим и этнокультурным проникновением на Восточный Кавказ. Среди свыше 80 памятников особый интерес представляет обособленная группа саркофагов номер 1-4. Саркофаги 1 и 2 имеют фигурные изображения наверху корпуса. Это восьмиконечная звезда, известный исламский символ Руб-аль-Хизб или Наджмат аль-Кудс, звезда Иерусалима, ассоциируемый с одной из главных мусульманских святынь, мечетью Кубат-ас-Сахра в Иерусалиме. Он известен также под названием Сельджукская звезда, Сельджук-Луи-Илдызы, и получил распространение в Сельджукской империи в архитектурном декоре и декоративном прикладном искусстве в различных вариациях. Чрезвычайный интерес представляет обнаруженный обособленный саркофаг номер 40 на особом постаменте, который имеет арабскую куфическую эпитафию XI-XII века. Это могила Мухаммада Лудидельщика, Ляхим, да будет над ним милость Аллаха, в которой обозначена не только ремесленная профессия погребенного, но и его лакаб. Не исключено, что памятник установлен над могилой одного из многочисленных суфиев Баб-аль-Абваба. Его прозвище перекликается с лакабами суфиев, известных нам по трактату Райхан аль-Хакаик Вабустан ад-Дакаик. Открытый участок могильника с саркофагами представляет собой часть обширного северного некрополя Дербента второй половины XI-XII веков, от которого сохранился почитаемый участок, известный под названиями тюркская Кырхляр или персидская Чахел-Танан, относящийся к этому же времени и принадлежащий воинской, очевидно, сельджукской элите города.
Весной того же 2020 года в Дербенте, в старой части города, открыто и исследовано небольшое подземное кирпичное сооружение с лестничным входом и нишами в стенах, которое, очевидно, представляет собой помещение для ритуального уединения типа халват-хана или челахана при ханака или мечети города. Подобные помещения хорошо известны по материалам Центральной Азии и Ирана. Известны они и в Дагестане, в частности, это в известной знаменитой мечети в селении Рича и в мечети в селении Цулда около дома Мухаммада ат-Тахира Ал-Карахи. Наконец, отметим, что архитектурно-археологическими обследованиями Дербентской джума-мечети, проведенными в этом году в рамках реставрационных работ, установлено, что мечеть была основана на базе, на основе существовавшего здания типа базилики, сооруженного в период строительства Дербентского оборонительного комплекса в самом конце 560-х, начале 570-х годов, то есть во время примерно строительства храма Святой Софии или Айя София в Стамбуле, которая, как известно, позднее тоже стала мечетью. Сохранность стен сасанидского времени достигает 4 метров, а датировка их обосновывается как специфическим характером сложной орфостатной кладки, так и культурными слоями сасанидского времени и происходящими из них археологическим материалом. Исследованные памятники значительно пополняют наши знания об исламе в Дербенте, выступавшим важнейшим мусульманским центром Средневекового Кавказа. Вместе с тем проведенные работы демонстрируют огромную важность осуществления археологических исследований в этом древнем городе. Спасибо за внимание. Спасибо. Я думаю, что мы сейчас будем задавать вопросы или нет. У нас, в принципе, время есть, мне кажется. Если будут вопросы, пожалуйста, задавайте. Пока у вас есть такая возможность. Пожалуйста, Фасих Бадырхан, наш коллега. Спасибо большое за очень интересные выступления. Я действительно имел дело с этим городом и с археологической экспедицией. Просто для меня вопрос связан с водоснабжением города и системой канализации. Скажите, это было заложено еще со времен строительства крепости и, следовательно, города, или все-таки позже это появилось? Спасибо. Спасибо, дорогой Фасих, за интересный вопрос. Это вообще очень интересная тема водоснабжения города. И сейчас мы готовим сотрудника для написания крупной работы и диссертации по этой теме. То, что нам известно по письменным источникам, система водоснабжения и по археологическим данным, система водоснабжения в Дербенте была заложена при Хосрове Анушерване в 560-570-х годах. Естественно, однажды сложившаяся система киаризов, то есть вот этих водопроводов из керамических труб, она действовала много столетий с периодической заменой этих труб по ранее проложенным системам водоводов. Были родники, которые специально направлялись в город, как вода для питания. Были родники, которые вода направлялась на оросительные поля за северной стеной.
города. Вот даже тот культовый объект с системой водоснабжения, туда поступала чистая вода из родников, и всю эту линию с многочисленными водоводами мы проследили, начиная от истоков родников, вот, и до этого культового места. И вот эту уже, скажем так, грязную воду из этих ванн направляли специальный коллектор, который был заложен еще ниже и полностью закрытый. Вот. И система этих водоводов действует и поныне. Она, например, известный родник Шиксалах, он до сих пор питается водой из родников, которые расположены недалеко от нашего археологического лагеря, к югу в ущелье, которое носит название Итикойляр по-тюркски, то есть 7 колодцев. И там на большой глубине расположены эти колодцы, мы по ним ходили, но оно пока еще нами не исследовано. Вот, там подземные каналы. Ну вот так, если кратко. Да, спасибо большое. Есть еще вопросы? Если нет вопросов, то, наверное, мы переходим ко второму докладу. Скажите, пожалуйста, вы можете включить презентацию? Я так понимаю, что листать будете вы, да? Нет? А где пульт? Ага. Можно мне пульт? Угу. Нет, это не тот текст, другой, Аликберов. Мы так специально сделали, что у нас действительно перекликающиеся доклады у всех, и поскольку действительно памятники выдающиеся, и так или иначе мы, конечно, к этим памятникам будем возвращаться. И эти памятники, они такого очень высокого уровня, общее имеют Аликберов, Бабалябваб. Ну, я вам на USB отдавал, как нет? На черной флешке отдавал я вам лично. Да, давайте я сейчас флешку. Давайте. Есть флешка другая. Не знаю, как это нужно. Да, ну давайте тогда перейдем к следующему докладу, пока вы будете. Давайте, пожалуйста, вот включите то, что вы изначально включали. Вот. Так, пусть да. Я сейчас вам тогда приходите. Спасибо, Аликбер Калабекович. Добрый день. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Уважаемые участники конференции. Как известно, Дербент, Баб-аль-Абуаб являлся одним из крупных городов арабского халифата, в котором проживали ведущие богословы исламского мира, среди которых ряд известных личностей. В частности, нам известен Абу Бакр ад-Дарбанди, благодаря его книге «Райхануль Хакаик», которая стала известной благодаря замечательной работе Аликбера Калабековича Калабекова «Эпоха классического ислама на Кавказе». Да, можно я чуть-чуть секунду? Во-первых, Аликберов, вот, мне Калабекова многие называют. Во-вторых, я хотел вам нашего молодого талантливого исследователя все-таки нашему высокому собранию представить. Это Хизри Айбеков,
переводчик, он как раз перевел второе большое произведение Гасана Алкадарского «Джираб аль-Мамнун», чтобы вы знали. И вот, в принципе, сейчас находится в издательстве, и в следующем году, иншаллах, эта книга выйдет. Поэтому это мы вам благодарны. Так что суваб у вас есть, вы можете уже начинать. Пожалуйста. Спасибо. Абу Бакр ад-Дарбанди – это суфий, богослов, очень известный. И у него был учитель, не менее известный в исламском мире, Абуль-Касим аль-Варрак аль-Баби, который являлся автором сочинения по хадисам, называемое «Шарх аш-Шихаб». И Абуль-Касим аль-Варрак, он умер на рубеже 11-12 веков. И оба, учитель и ученик, они написали два сочинения. Как я сказал, сочинение Аль-Варака называется «Шарху Шихаба», а сочинение Абу Бакра ад-Дарбанди это представляет переложение труда его учителя Аль-Варака, которое называется «Тухфатуль Асхаб». И данный доклад будет посвящен исследованию этих двух сочинений. Сочинение Аль-Варака представляет собой комментарий на труд египетского кадия и проповедника Абу Абдуллаха аль-Кудаи Шихаб аль-Ахбар, в котором автор собрал 1200 хадисов, различных мудрых изречений и афоризмов, приписываемых пророку Мухаммаду. Авторитет аль-Кудаи был очень высок среди мусульманских ученых. Он имел многочисленных учеников во всех концах мусульманского мира, в том числе и в Бабуль-Абуабе. Например, глава шиитской общины Бабуль-Абуаба и ее верховный кади Ахмад аль-Гадаири, будучи в Египте, и спрашивал у аль-Кудаи иджазу на передачу хадисов для своих сыновей Яхьи и Ибрахима. Следует отметить, что труд Аль-Варака был известен с первых веков его существования во многих уголках мусульманских стран. Известный мусульманский ученый и мухаддис из Андалусии Аль-Кады Ияд сообщал, что шейх Абу Саид Хайдар бин Яхья аль-Джили ас-Суфи слушал Шарху Шихаб непосредственно от Абуль-Касима аль-Варрака ад-Дарбанди. Другой ученый богослов и историк, известный как Сибт ибн аль-Джаузи, неоднократно цитировал Шарх Шихаб в своей книге «Мир'атуз Заман фи Таварих аль-Аян». В течение столетий Шарх Шихаб переписывался во многих уголках мусульманского мира, и на сегодняшний день известны 13 списков этого сочинения, которые хранятся в различных библиотеках и архивах мира. Это, в частности, Испания, Ватикан, Турция, Саудовская Аравия, Ирак, Тунис и Россия. Самый ранний список из этих списков датируется серединой XII века, а самый поздний – концом XIX века. Мною были выявлены 4 списка, изучены, точнее сказать, 4 списка этого сочинения. Это список, самый ранний список середины XIII века, переписанный Ахмадом Абу Бакром бин Зурайком аль-Харири. Список XIV века, вот вы можете видеть на экране, переписал Салями, сын Мусы, сын Исраиля ат-Туркмани. Следующий список – это неизвестного переписчика, но тоже датируется XIV веком. И еще один список датируется концом XIX века. В предисловии сочинения Абуль-Касим аль-Варрак сообщает, что заметил, как многие ученики всецело увлечены изучением книги Шихаба. Однако тот факт, что текст книги содержит многие темные и неясные места, которые некоторые люди по своему недомыслию стали толковать превратно, побудил автора написать комментарий к этой книге после того, как он тщательно изучил труды выдающихся ученых и уточнил значение хадисов у авторитетных богословов. При этом автор отмечает,
В основном я опирался на труды известных ученых и видных авторитетных лиц, таких как имам Абу Убайд Касим бин Салям, Абу Мухаммад Абдулла бин Муслим бин Кутайба ад-Динавари, Абу Сулейман Хамд бин Мухаммад аль-Хаттаби, Абу Убайд Ахмад бин Мухаммад аль-Харави и Абу Мансур аль-Азгари. Перечисленные лица известные и крупные языковеды и богословы 9-10 веков, без ссылок на которых редко обходилась книга в эпоху Аль-Варака. Шарх Шихаб прежде всего представляет интерес как ценный источник по истории мусульманской культуры и образования на Кавказе. Абуль-Касим Аль-Варрак приводит в сочинение множество высказываний своих шейхов и знакомых, из чего можно составить общую картину окружения шейха. Чаще всего Аль-Варрак цитирует своего учителя Абу Исхака Ибрахима бин Фариса Аль-Баби, тоже жителя Бабуль-Абуаба, который являлся видным ученым этого города, мухаддисом и поэтом. Он являлся ближайшим духовным наставником и учителем Аль-Варрака, которому он передавал иджазы на те или иные труды, в том числе свои. Вот вы можете видеть на слайде примерный список шейхов можно поделить на две группы. Одна из них – это местные шейхи, а вторая группа – это, так сказать, зарубежные, с других концов арабо-мусульманского мира, которым Аль-Варрак либо приезжал сам, либо они сами приезжали в Бабуль-Абуабу. Наиболее частое упоминание после Ибн Фариса Аль-Баби имеет еще два шейха Аль-Варака. Первый из них – шейх Аль-Джаадуви Ан-Найсабури. Аль-Варак называет его нишапурским проповедником. Аль-Джаадуви преподавал ему порядок книг по хадисам. В сочинении автор несколько раз отмечает, что Аль-Джаадуви гостил не только в самом Бабуль-Абуабе, но и в его пограничной области. Второй из них – учитель Аль-Варрака, праведный шейх и заслуживающий доверия Мубарак бин Икбаль, лекции по хадисам которого он посещал. Эти два шейха также упоминаются в труде Абу Тахира Ас-Силафи Му'джамус Сафар в числе местных или приезжих ученых Бабуль-Абуаба. Из шарха Шихаба следует, что Аль-Варрак пользовался любым случаем обучиться у шейхов, посещавших не только его город, но и соседнюю Джанзу, современная Гянджа. Так он сообщает, что слушал хадиса при индивидуальном обучении у некого праведного шейха и чтеца Корана из Мерва Абу Мухаммада Аль-Марвази, гостившего в Джанзе. Еще один шейх Аль-Варрак, у которого он слушал хадисы в округе Джанзы под названием Захль, был проповедник и авторитетный аскет Абу Тахир Аш-Ширази. Кады имам Абуль-Махасин ат-Табари также передал Аль-Варраку иджазу на передачу хадисов, в частности из книги Маалим ус-Сунан вышеупомянутого Аль-Хаттаби. При этом, как замечает Аль-Варрак ат-Табари, лично записал для него эту иджазу. Под этим ученым подразумевается известный и авторитетный шафиитский правовед, верховный кади Табаристана Абуль-Махасин Абдуль-Вахид бин Исмаиль ар-Руянь ат-Табари, известный ученый шафиитского мазхаба. На данной карте, на данном слайде представлены примерные географические зоны, с которым контактировал Бабуль-Абуаба, в частности Аль-Варрак. И здесь в основном можно увидеть, что контакт происходил, в принципе, контакт происходил со всеми регионами арабо-мусульманского мира, но больше всего можно заметить, что крен идет в сторону Ирака и Ирана. И стоит отметить, что эти не только маршруты, куда Аль-Варрак выезжал с целью учебы, но и сами шейхи этих отдаленных регионов мусульманского мира, они приезжали в Бабуль-Абуаб. Спустя время ближайший ученик Аль-Варрака Абу Бакр ад-Дарбанди решил сократить текст шарха Шихаба и переложить его суть в своей редакции. В результате его труд вылился в отдельное сочинение под названием «Подарок друзьям в виде комментария к Аш-Шихаба» «Тухфатуль Ахсаб фи шархи Шихаба». До сих пор об этом труде мало что было известно. В средневековых источниках упоминания о нем можно найти разве что в сообщении магрибского литератора и биографа Ибн Абдуль-Малика Аль-Маракиши
о том, что его земляк Маймун бин Ясин аль-Ламтуни учился у Мухаммада бин Мусы бин Фараджа ад-Дарбанди и получил от него письменную копию Тухфатуль Асхаба фи Шархи Шихаб, составителем которой он и является. Недавние поиски этого сочинения в частных собраниях рукописи в Дагестане увенчались успехом. Так, в библиотеке, принадлежавшей видному дагестанскому ученому из селения Сагатль Шафи Ас-Сугури, хранится довольно старая сборная рукопись дагестанского происхождения. Рукопись была переписана 2 января 1627 года. Предисловие начинается со слов Абу Бакра Мухаммад бин Муса аль-Фараджа ад-Дарбанди о том, что когда он увидел, как ученый факих и имам разъяснил значение хадисов из книги Аш-Шихаб без многословия удлинения, то он решил привести его разъяснение в еще более сокращенном виде. О каком именно факихе не идет речь, ад-Дарбанди не сообщает, однако очевидно, что речь идет о его учителе Абуль-Касим аль-Варраки. Далее ад-Дарбанди переходит к основному тексту, в котором он весьма кратко, в несколько предложений резюмирует комментарии своего учителя. Сопоставление этой рукописи со списками Шарха Шихаба помогло установить важный факт. Список Шарха Шихаба, хранящийся в фонде восточных рукописей Института истории, археологии и этнографии в городе Махачкале и считавшийся единственной известной копией произведения Аль-Варрака на сегодняшний день, на самом деле является сочинение Абу Бакр ад-Дарбанди Тухфатуль Асхаба фи Шархи Шихаба. Данная рукопись дагестанского происхождения и была переписана в 1402 году. Ну вот на слайде я привел одно из свидетельств того, что мы можем считать эту рукопись принадлежащей авторству Абу Бакру ад-Дарбанди, то, что в рукописи автор сообщает о том, что я привел один из хадисов в своей книге «Райхануль Хакаик». А «Райхануль Хакаик», мы знаем, это известное сочинение Абу Бакра ад-Дарбанди. Очень интересно упоминание ад-Дарбанди других своих сочинений в своем труде «Тухфатуль Асхаба». Прежде всего, ад-Дарбанди многократно ссылается на труд Шарх аль-Альбаб, который, по его словам, является книгой Шарх аль-Кабир. Это два названия одного сочинения. Если исходить из косвенных данных, книга представляет собой расширенное толкование хадисов, возможно, самого Шарх аль-Шихаба. Еще одно сочинение автора Ас-Сирадж вместе с его же комментарием к Аль-Минхадж фи Шархи Сихадж. Из слов ад-Дарбанди понимается, что эти произведения также являются комментариями к хадисам. На свою знаменитую книгу «Райхануль Хакаик» ад-Дарбанди ссылается лишь однажды, что дает нам возможность примерно датировать время составления Тухфатуль Асхаба, 2 или 3 десятилетие XII века. Таким образом, Абу Бакр ад-Дарбанди является автором не менее 5 сочинений по хадисам и по суфизму. Его учитель Абуль-Касим аль-Варрак является автором одного сочинения по хадисам. И данные письменные памятники указывают на то, что Дербент действительно являлся крупнейшим не только политическим, но и духовно и образовательным центром не только на Восточном Кавказе, но и вообще в самом мусульманском халифате. И они являются важными источниками, проливающими свет на крайне малоисследованные аспекты арабо-мусульманской культуры Бабуль-Абуаба. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Я хочу отметить, что на самом деле раньше считалось, что только одно сочинение сохранилось Абу Бакра ад-Дарбанди. Это сочинение считалось, даже Крачковский о ней знал, и в принципе об этом сочинении много раз говорилось. Но вот благодаря исследованиям экспедиции, археографической работы, коллегам из Дагестанского института истории удалось найти, обнаружить столько сочинений, да, оригинальных. Это
фактически делает просто удивительным вот весь ландшафт культуры. Дело в том, что вот еще Гасан Алкадарский, если вы помните, Асари Дагестан, он говорил, что не сохранилось памятников истории, нет, вот правители были плохие, они не заботились о культуре, о письменности, о сочинениях, и поэтому ничего не сохранилось. Там действительно было 300 лет гонений, и религиозные войны шли, и суннитское население Кавказа Восточного, сефевиды пытались превратить шиитов, и это было очень тяжелое, очень долгое, 300 лет смуты. И в это время, конечно, за эти 300 лет потеряли вообще мы память, мы вообще все забыли, что у нас, и вот то, что мы забыли, это зафиксировано у Гасана Алкадарского. На самом деле сейчас открываются новые страницы, и вот Хизри Алибеков нашел, действительно молодец, новые тексты вот того времени. Вопросы, если есть, пожалуйста, задавайте. Пожалуйста. Пожалуйста, всех. Спасибо вам большое за очень действительно интересный доклад. Меня интересует, может быть, я не все понял, Тухфатуль Асхаб, рукопись. Вот каково состояние рукописи? Она находится в частной коллекции и все? Или кто-то работает над ее переводом, над там, изданием и так далее? Будьте добры. Спасибо за вопрос. Тухфатуль Асхаб, на сегодняшний день известны два списка этого сочинения. Они оба списка хранятся в Дагестане. Одна из них в частной коллекции, а другая в фонде восточных рукописей в Институте истории города Махачкалы. И два списка, они в хорошем надлежащем состоянии, но пока что над ними, как мне известно, никто не работает. И мне неизвестны те, кто планирует над этим работать. Но два списка, они вот готовы к своим исследователям в надлежащем состоянии. Да? Спасибо большое. Нет вопросов еще, да? Нет. Если нет вопросов, переходим к последнему докладу, научному докладу панельной сессии. Это вот мой доклад «Послание к жителям пограничной области Баб-аль-Абваб» Абуль Хасана Аль-Ашари. Это очень важный источник. Хочу сказать, что в принципе сочинения Аль-Ашари хорошо известны. Вот. Так, у меня пока не включается. Ребят, вы... Да. Так, вы можете отрегулировать, да? Или может... Да, вот. Да, все, ага. Вот он Так. Так, ну вот сначала начнем. Да, немножко вылезает за пределы, поэтому немножко не очень удобно. Если можно, отформатируйте, пожалуйста. Вот. Но основные труды имама Аль-Ашари очень известные. Ашаритская богословская школа является основной для жителей большого количества народов и общин на Ближнем Востоке. И естественно, что это, поскольку через шафиитский мазхаб, это вместе с шафиитским мазхабом распространялся на Северном Кавказе, то именно в восточной части Дагестан, Чечня, Ингушетия, это вот, собственно, основной ареал распространения вот ашаритской богословской школы. Известны 93 названия сочинений имама Аль-Ашари. Вот, и известно, какие труды он написал, и все знают о дискуссиях вокруг важнейших исламских богословских тем. Это основные темы были проблема калям Аллах, о сотворенности, несотворенности Корана, и второй вопрос сифат Аллах, это атрибуты Бога. Вот. Это вот в основных сочинениях написано. Но есть еще сочинения, оказывается, у выдающегося основоположника богословской школы,
который называется «Ар-Рисаля иля Ахль ат-Тагр би Баб аль-Абваб». Это ключевое, очень важное тоже сочинение, которое на самом деле показывает, что, в общем-то, сочинение, оно было написано как ответы на вопросы жителей пограничной области Баб-аль-Абваба, которые они задавали в письменном виде в X еще веке основоположнику, знаменитому богослову имаму Аль-Ашари. И фактически из ответов на вопросы жителей Дербента и области зародилась отдельная книга. И фактически это дает нам основание говорить, что вот то, что ислам на Кавказе, это, в общем, часть, и мы можем свидетельствовать о том, что наши исламские традиции, они имеют очень глубокие корни, и вообще формирование шариатской богословской школы происходило не без участия мусульман из средневекового Дербента. Это очень важно. Я скажу, в каких вопросах, потому что не во всех, конечно, вопросах, это в отдельных вопросах. Текст издавался под разными названиями. Само послание, оно без названия. Аль-Ашари его отправил как ответы и название не давал, поэтому Ибн Асакир, он определил его как именно ответ на вопросы, которые имам Аль-Ашари написал жителям пограничья и так далее, и так далее. Это длинное название, которое сократилось до Рисаля иля Ахль ат-Тагр. И ашаритская школа, мы говорили, собственно, о чем речь идет в этом сочинении. Если очень коротко, то основные вопросы, конечно же, задавались людьми истины. То есть это удивительно и поразительно, что в X веке, первой половине X века на Дагестане, в Дербенте, люди, мы все знаем, когда возник суфизм, да, это говорят, что в X веке он только начал формироваться, это только самые ранние только появляются, 9 век, это еще аскетическая традиция, но это прямо вот в это время в Дербенте уже существовали развитые общины, Ахль-аль-Хак, и эти люди истины задавали вопросы, и основные вопросы, конечно, были связаны с тем, что как согласовать установление Корана и Сунны со словами, с принципами, которые заповедовали предки. То есть вот это как традиция, которая была в этом регионе до ислама, как ее адаптировать, как ее вобрать, как ее включить и согласовать с постановлением и подчинить, как адаты подчинить ибадату. То есть это очень важный момент, который является ключевым, и здесь под саляфом, саляфы, вот аль-исляф, подразумеваются именно предшественники. И арабский халифат вот в 1961 году, вы видите, куда дошел. Фактически еще Северная Африка не была исламизирована, а вот Дербент уже стал частью, и это не просто часть, это стало важнейшей пограничной зоной халифата. И фактически арабо-хазарские войны, которые продолжались 300 лет, они, собственно, Дербент был пограничной крепостью. И поэтому значение вот этой пограничья, ат-Тагр, было очень важно. Есть сочинение Рисале и Бабия, которое написано было позже, где собраны хадисы. Вот, собственно, Дербент, который запирает вот этот узкий проход, и, собственно, северные ворота, которые там действительно обращены туда, в сторону Хазар, они назывались Баба-аль-Кирхляр, как вот наш профессор Гаджиев уже об этом рассказывал. И ат-Тагр би Баб аль-Абваб — это не просто сам город, это округа и даже шире, это и крепостные, дальше там горная стена идет на север, и вот эта надпись, которую нашел наш друг Муртазали Сираджуддинович, как раз в этой стене. Еще раз приятно этот текст, чтобы было понятно, что это действительно очень древний. И камнорезное искусство в этой зоне – это все свидетельство того, что это очень древний оплот ислама.
Вы просто срезали головы, там самое интересное были головы этих, очень арабские головы, прямо вот ничего не видно. Значит, самое главное здесь, конечно же, два момента. Это завоевание Дербента в 622 году, это в 643 году начался этот год. Собственно, почему мы отмечаем 1380-летие. И там, конечно, тоже есть разные точки зрения. У Большакова была другая точка зрения, он на 2 года позже это датирует. И там в экспедиции участвовал Абдурахман аль-Бахили, он возглавлял, он был начальником Дербента, стал после, сказать, вот, первых завоевателей. И это сподвижник пророка Мухаммада. И во второй кампании уже против Хазар в 657 году, по данным Ат-Табари, отряды возглавляли Сальман аль-Фариси и Абу Хурайра. Это означает, что сакральная история ислама, она очень тесно связана с этим городом, это действительно священный город. Вот Амр ибн Удба, тоже один из ас-Сулеми, который погиб там, и описывается, что его они забрали и похоронили, точное место неизвестно. Конечно, нам сложно сказать, нет никаких других данных, мы только знаем, что тело Аль-Бахили, Абдурахмана, который погиб, они не смогли забрать, и гунны и савиры, они использовали его для своих жертвоприношений, для испрашивания дождя и так далее. Но если мы, поскольку занимаемся охраной памятников, сакральных мест, мы знаем, что на месте Кирхляра, собственно, где даже на миниатюре 1638 года Адам аль-Ярия, место Кирхляра, вот, где, собственно, вот, так называемые 40 мучеников, а там выделено специально, то есть, и мы знаем, что там есть большие камни, которые однозначно относятся к сельджукскому периоду, но есть маленькие камни, которые, видимо, там все-таки было сакральное место, если сельджукские султаны, руководители отрядов газиев хоронили своих предводителей именно в этом месте, огороженном месте. И, безусловно, еще второй такой очень важный человек, это Алькама ибн Хайс, который тоже участвовал в этом походе. От него, собственно, исходят эти хадисы. Он рассказывал потом вот то, что у Ат-Табари описывается. И врата Баб-аль-Алькама, я, правда, не знаю, где они находятся. Это вот Муртазали, может быть, Сираджуддинович скажет. Где-то в Дербенте одни из ворот называются Баб-аль-Алькама, в память о нем. И самое главное, конечно, как сочинение Аль-Ашари отразилось и насколько оно отразилось. Поскольку есть точка зрения, что это сочинение и ответы принадлежат его ученики Ат-Таи, они ему самому, это вопрос, который нуждается в исследованиях. Но вот богословская литература, только что выступал Хизри Алибеков, и он прояснил этот вопрос, который у меня стоит, потому что действительно вот это Шарх ат-Шубухат и Шарх аш-Шихаб, которые прямо так созвучны, они, выяснилось, что действительно у Абуль-Касама аль-Вараха было несколько сочинений, и, значит, Ад-Дарбанди, он сделал, видимо, это раннее название, потому что именно в этой форме это название упоминается Райхан аль-Хакаик. Что касается самого сочинения, это, конечно, выдающееся сочинение, оказавшее беспрецедентное влияние на развитие суфизма на Кавказе, чтобы мы понимали, это продолжение традиции Аль-Кушайрия. Вот. Аль-Кушайри был вообще вершиной до Аль-Газали, он единственный, кто, наверное, самый крупный представитель, который систематизировал ислам. Суфийский ислам он систематизировал, дал как в виде учебника. И мы можем посмотреть, какие глубокие корни, если мы вот увидим один из иснадных цепей в Райхан аль-Хакаик, увидим, что от Абу-Бакра Дарбанди идет связь, цепь, конечно, через его учителя Абуль-Касама аль-Вараха, о котором сегодня говорили, вот, к Абу Исхаку Ибрахимну ибн Фарису. Это середина XI века. Но в конце X века жил Абуль-Касам Юсуф ибн Мухаммад ибн Рафи от Дарбанди. Вот. И, в принципе, это, в принципе, та традиция, которая, возможно, связана с
тем направлениям исследований, которые и ответы, и содержание ответов богословских, которые изложены в Рисале или Ахль-ас-Тагр. И вот один из разделов, первый, самый важный раздел, значит, в сочинении Ад-Дарбанда тоже посвящено, раздел посвящен, значит, толкованиям благочестивых предшественников. Вот. И, собственно говоря, это является прямым уже следствием, причем ссылка идет непосредственно на учителя, на Абуль-Касым аль-Варраха. И, в принципе, здесь обсуждаются проблемы, вопросы, которые связаны с согласованием вот различных течений, учений в рамках ислама и перекодированием других инородных, неисламских каких-то в рамках исламской теории, исламской практики. И мы видим в самом сочинении Райхан аль-Хакаик упоминание, кроме Шарха Шубухат, которую он описывает, и, видимо, он ее потом напишет и назовет так, как упомянута вот сокращенная версия «Подарок друзьям» у Хизри Алибекова. Но здесь важно, что Маарифат аль-Факр еще он написал сочинение, то есть у него тоже название сочинения мы известны. И, кстати говоря, тут важно, вот возвращаясь к этой последней, обратите внимание, Ад-Дарбанди пишет, что когда мне позволили прийти в город Баб-аль-Абваб, нас было несколько человек горцев, он так называет себя, Ахль-аль-Джибаль. То есть это очень тоже важное признание, это на самом деле местные жители, которые исповедовали. Можно последний, я последний только остался, у меня слайд, самый последний. Вот. И, безусловно, последнее, что я хотел сказать после того, чтобы... Во-первых, мы, конечно же, ставим вопрос, и мы обязаны, конечно, изучить это сочинение, и обязаны издать это сочинение, перевести это сочинение, потому что это действительно, очень важное сочинение. Вот. И то, что... Почему это важно? Потому что традиция Аль-Кушайрия через Абу Халяф ат-Табари, который написал тоже известное сочинение, его издал Георг Беверинг и Билал Аль-Вади, они издали этот текст промежуточный, и, собственно, Абу Бакр ад-Дарбанди, на него ссылаются непосредственно или опосредованно сочинения, созданные, несколько сочинений, например, вот Яхья и Аль-Бакуви в Ширвани, Расайль фит-Тасаввуф, это непосредственное влияние сочинений, которые были созданы в Дербенте. Второе сочинение тоже его же Аль-Бакуви, Рисаль Асрар ат-Талибин. И Юсуф Мушкюрский тоже написал сочинение Баян Аль-Асрар ат-Талибин, тоже фит-Тасаввуф. И традиции суфийского братства Аль-Гушани в Азербайджане, которое известное братство, но еще более известно, конечно, братство Аль-Хальвати. Много османских султанов были с муридами этого братства. Тоже опосредованно было оказано влияние на развитие теоретической части вот этих братств. Поэтому, говоря о сочинениях, созданных в Дербенте, мы можем сказать, что они имели такое большое, серьезное влияние, оказали на развитие исламской мысли, по крайней мере, на большей части исламского мира. Спасибо большое. Есть вопросы? Нет? Пожалуйста. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور أمجد رشيد من... Я из Иордании, доктор Абдул-Рашид. Я благодарю всех докладчиков, которые предоставили весьма интересные сведения. У меня такой вопрос первому докладчику, который говорил о памятниках, связанных с крепостью Дербента. Но что касается тех
сочинений, тех памятников, вот, были ли какие-то госпитали, больницы и медресе среди тех памятников, которые вы обнаружили? Такие памятники нам неизвестны, но среди археологических находок мы встречаем сосуды, которые применялись в лечебном деле, аптекарские сосуды. А первые мадраса, наверное, появляются в XI-XII веке. А то, что из современных памятников, существующих в Дербенте, древнейшая мадраса – это при Джума-мечети мадраса Аль-Фарухия 1485 года. Она, то есть 15 века мадраса. Ну, я могу добавить, что на самом деле по письменных источниках мы видим о различных кружках, образовательных центрах, которые в Джума-мечети, а Джума-мечеть, мы знаем, имеет очень такую древнюю историю. И еще, что в XII веке, согласно Якуту Аль-Хамави, в этом регионе, в этом районе, в принципе, недалеко, в Лаксе была создана мадраса Низамия. Это еще, наверное, если Низамия создана, и это делал Низам аль-Мульк, то это уже конец XI века. То есть, и где переводились сочинения с арабского языка на местные языки по шафийскому фикху, это известное сообщение. Поэтому образовательные центры были, мы знаем о них именно из письменных источников. Пожалуйста, еще вопросы. Можно мне, да? Да, пожалуйста. Спасибо, Аликбер Калабекович, за интересный доклад. Я оставлю небольшой комментарий. Вот вы сказали о том, что учение суфизма Абу-Бакр ад-Дарбанди он перенял у ученика Абуль-Касима аль-Кушайри. Ну вот мы недавно нашли свидетельство того, что Абу-Бакр ад-Дарбанди обучался непосредственно у Абуль-Касима аль-Кушайри. Есть такое тоже, вот недавно мы нашли, что теперь мы можем говорить о том, что он обучался у такого крупного суфия аль-Кушайри. Есть этому свидетельство. Спасибо. Я бы с удовольствием этому поверил, но Аль-Кушайри умер в 1071 году, а ад-Дарбанди умер в 1945 году. То есть он должен был прожить тогда либо 100 лет, либо... И сколько лет ему было, когда он у Аль-Кушайри? Если бы это было бы в его сочинении, он бы написал. Да. А самый главный аргумент, почему я это говорю, потому что есть тексты, они сохранились. У нас есть уникальная возможность сравнить 3 последовательных текста. Рисаля фи илм ат-тасаввуф, Абуль-Касим аль-Кушайри, потом идет вот это Савват, Аль-Арафин, значит, Абу Халяфа ат-Табари и, собственно, Райхан аль-Хайх Абу-Бакр ад-Дарбани. То есть там, поскольку там нельзя ссылаться, нельзя приводить информацию без ссылки, а тут идет Ахбарани, шейх такой-то, 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 а там нет ни одной ссылки. Если это было бы, то, конечно, он бы это написал бы в первых листах, что у него вот такой ссылки у него нет. Поэтому нужно, мне кажется, немножко осторожнее относиться. Если он сам об этом не пишет, да. Это красивая история, это было бы интересно. Вот, но я исхожу из того, что вот наши последние исследования показали свидетельство тому, что Абу-Бакр ад-Дарбанди умер не в 1145, а чуть раньше, может быть, на пару десятилетий раньше. И если исходить из этого, то можно допустить вероятность того, что он являлся непосредственным учеником Аль-Кушайри. Ну, будем дальше исследовать и, надеюсь, еще сможем что-то показать.
Наука делается от одного шага к другому, уточняя, конкретизируя, поэтому это такой процесс, и тем более у нас сессия называется «Новейшее исследование», поэтому мы прямо бурлит, горит, и это правильный подход. Да, еще какие-то вопросы будут? Если нет, тогда мы плавно переходим. Всех благодарю, всех наших пленарных докладчиков, и плавно переходим к презентации. Я правильно понимаю, да? У нас сейчас презентация, да, Дамир Ваисович? Да, вот ваша презентация, потому что... Нет, я знаю, что он Зинович, я обращаюсь к коллеге, вот, Дамиру Хазрату, вот, правильно, да, все. Значит, тогда Дамир Зинюрович Хайретдинов, заместитель директора Фонда поддержки исламской культуры, наук и образования, презентация книги «Дербент», пожалуйста, «Врата к Благодарю вас, единобожию». уважаемый Аликбер Клабекович. Добрый день, ассаламу алейкум. Я хочу прежде всего поблагодарить Федеральную лезгинскую национально-культурную автономию в лице ее руководства за любезное приглашение выступить сегодня здесь и презентовать наше новое издание «Дербент. Врата к единобожию». Для начала скажу, что Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования – это специально созданная организация, учредителями которой являются Российская Федерация и 3 федеральных муфтията. Создана она по распоряжению президента Путина для того, чтобы помогать, в том числе финансово, в деле социализации мусульманских общин России, в деле роста патриотизма и гражданской идентичности в среде российских мусульман. И вот один из проектов, который наш фонд поддержал, это было издание вот этого иллюстрированного альбома «Дербент. Врата к единобожию». Я вкратце и быстро попытаюсь рассказать, в чем суть этого проекта. Иллюстрированный альбом составлен по принципу 3 сюжетных арок. Первое – это, собственно, авторский текст с примечаниями. Далее это иллюстративный ряд. Ну и в-третьих, это цитаты тех или иных деятелей, которые имеют непосредственное отношение к истории Дербента. Вот в данном случае, я не знаю, насколько хорошо видно, но цитируются античные авторы, которые писали про эту местность задолго до того, как она стала исламской или христианской, или какой бы то ни было еще. И, разумеется, Дербент является центром богословия, с одной стороны, и поэтому было бы странно, если бы он не попал на страницы богословских изданий. И начало книги повествует о том, что в нескольких тафсирах священного Корана богословы указывают о том, что ряд мест, упоминаемых в Коране, возможно, имеют отношение к Баб-ль-Абваб. А именно это они расшифровывают как «Стена Зулькарнайна» и дальше вносят уже свои объяснения. Речь идет об авторах таких тафсиров, как Абдулла Юсуф Али и Мауляна Мухаммад Али. Это британские и из британской Индии муфассиры, которые жили в 20 веке. Дербент представляет особое место и в России, и на Кавказе, и, наверное, в мире. Из всех местностей и городов современной Российской Федерации этот город не просто первым принявшим ислам, но еще и первым, куда проникли другие мировые религии. В частности, речь идет о зороастризме. Вообще эта религия плохо изучена в нашей стране, если в целом говорить. А также и о христианстве. То есть в силу политически сложившейся историографии мы полагаем, что первым христианским центром был
Киев, но на сегодняшний день это столица другого государства. И по дате, по хронологии мы видим, что в действительности первая епископская кафедра как раз-таки была основана в Дербенте, который к тому времени входил в состав христианского государства Кавказская Албания. И я полагаю, что следует внести правки и в этнографические, этнологические наши представления об истории горских евреев, потому что для меня, как для этнолога, представляется сомнительным, что иудейские общины уже существовали в Хазарском Каганате, который находился в тесных взаимоотношениях торгово-экономических и политических с Дербентом, но при этом история горских евреев, значит, там только к позднему Средневековью восходит. Мне кажется, что это сомнительно, и дореволюционные авторы, они тоже считали, что история горских евреев намного древнее. А следовательно, Дербент можно и, ну, по крайней мере, гипотетически представлять и как вратами иудаизма в Россию. Это тоже гипотеза, которая имеет право на существование, но к ней следует присмотреться внимательнее. Также в этом альбоме представлены различные таблицы, в частности, от государственного образования Дагестана, которые имелись в доисламские и в ранние исламские моменты. Вот там была еще вот грамота, которую от Табари приводят. Это та грамота, которую от имени халифа, праведного халифа Умара, заключили его военачальники с жителями Дербента, и ее перевод на русский язык, соответственно. Иллюстративный ряд, он создан частично, вот, перерисовки были с древних карт вот, моей дочерью, а частично мы увидим там чуть попозже. Этот иллюстративный ряд любезно был предоставлен главным редактором издательского дома Медина, первым заместителем муфти Равиля Хазрата, вот, Дамиром Хазратом Мухиддином. Попозже мы это увидим. И хотел бы обратить внимание на такой очень сложный, противоречивый момент, который, ну, в историографии любой местности, наверное, полна противоречий, а в данном случае речь идет о таком древнем городе, как Дербент. Это так называемое кладбище сахабов. Но мы вот видим, что в 17 веке Адам Алярий, который посещал этот город, ничего не пишет про сахабов, а пишет, что это сельджукское кладбище. Наверное, для научной объективности следует привести как минимум несколько версий, что я и попытался сделать. Также мы видим, что ранние средневековые известные очень авторы, ну, в данном случае это Аль-Гарнати, который тоже посещал Дербент, он пишет о том, что в этой местности эмир владел 13 языками и подробно расписывает, что это за 13 языков. Да? То есть эмир, глава государства, должен владеть как минимум несколькими языками. С точки зрения Гарнати это очень правильно. В предмонгольский, точнее в монгольский период уже город становится пограничным между улусом Джучи и государством Ильханидов. Это тоже нашло свое отражение, и с тех пор на всех картах средневековых европейских, портуланах, значит, он находит свое отображение. Как правило, его пририсовывают либо к татарскому, либо к ильханскому государству, в зависимости от того, в каком периоде это происходило. И вот мы нашли тоже несколько иллюстраций в летописном лицевом своде Ивана Грозного, времен Ивана Грозного, где тоже зарисован Дербент времен нападения среднеазиатского Тимура, эмира Тимура, когда он воевал с Тохтамышем. И в последующем понятно, что Дербент был периферией как Османской империи, так и империи сефевидов. Ну и, естественно, к этой местности не могло не возникнуть повышенное внимание московского государства, которое как раз-таки именно в этот момент провозгласило себя империей. То есть провозглашение Россией империи
непосредственно связано с готовящимся походом Петра, персидским походом. И хотя сам Петр вот был известным исламофобом, он его гравюра, где христианский ангел попирает исламские святыни, но на самом деле с точки зрения ислама вхождение этих территорий в состав империи, оно способствовало большей социализации мусульман с одной стороны и тому, что государство попыталось узнать об исламе намного больше. К этому периоду восходят первые известные исламоведческие труды на русском языке, которые по указу Петра создавались князем Кантемиром, молдавским государем и так далее. Кстати, сегодня все эти труды либо уже напечатаны в издательском доме Медина, либо готовятся к печати. Вот этот как раз художественный ряд, который был создан художниками по заказу издательского дома Медина. Это лидеры кавказские политические богословские лидеры времен предшествующей Кавказской войне и уже непосредственно в период Кавказской войны. Говорить можно очень долго, я просто вкратце обращу внимание, что здесь рассмотрен и период, в альбоме рассмотрен и период Дербентского ханства, и период, когда Дербент был столицей Дагестанской области, и даже на гербе Дагестанской области, вплоть до революции 17 года, отражена символика именно Дербента, Каспийское море, вот эти вот знаменитые его железные врата и так далее. Про советский период, про постсоветский период говорить можно очень долго. Все это более-менее исследовано в данном альбоме, а мой интерес к Дербенту, вот вы видите наверху цветную карту, она ручкой была перерисована, когда еще не было ни ксероксов, ни принтеров, ни компьютеров. Мне было 14 лет, я интересовался этнографией народов Южного Дагестана и специально вот все ходил по библиотекам, перерисовывал все эти карты. С тех пор вся эта местность и вся эта территория представлялась для меня такой терра инкогнито, и это была моя мечта создать такой альбом благодаря тому, что вот меня поддержали, представители лезгинской общественности в одном из городов России ко мне обратились с этой просьбой. Вот этот альбом появился на свет. Мы благодарим всех тех, кто имел отношение к его появлению, с одной стороны, и хотелось бы, чтобы вот Васиф Эфенди тоже по своим каналам, там, где мог бы, эти книги передал бы в память об этом во всем. Спасибо большое.